Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем у вас будет знакомство по судьбе? Кого сама судьба ведет к вам для знакомства, так сказать, для встречи? Просто загадайте на себя и загадайте свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какой-то невероятный человек. Крепкий. Вот ключевой идет крепкий человек. Может быть, фигура такая, знаете, крепкая, жилистая, сбитая. Может быть, отличается каким-то незаурядным, крепким, богатырским здоровьем. Возможно, человек с очень крепкой психикой, очень выносливый человек. Человек, который умеет себя держать в кулаке, и ситуацию умеет держать в кулаке, и других людей умеет держать в кулаке. С очень крепкой позицией в жизни, прям двумя ногами в землю врос. Это очень крепкая позиция, не каждый так может, не каждому дано. По возрасту человек прям старше мне идет, гораздо старше. Ну, лет так 7-10 точно старше. Ну, а может быть и не сильно старше, но ментально человек какой-то более, я не знаю, как повидавший виды. В глаза посмотришь, а там за спиной как минимум 3 жизни, да, у человека. Может быть, жизнь настолько была насыщенной, что человек познал все. Самые такие вот прям глубины, да, познал. Ну вот как все повидал, везде побыл. Все на себе испробовал, да, вот какой-то такой серьезный. А человек родился под каким-то огненным знаком, либо он носитель огненного знака. Видите, вот он факел показан, вот факел прям показан. Что это может быть гороскоп, да, огненный знак, и также это может быть солнечная, да, солнечная что-то, солнечная энергия. У него явно солнце в гороскопе есть. Там, может быть, родился 1 числа, кстати, да, 1 число, 19 число, 28 еще может быть, да, вот единичка, это же солнце у нас, да, по ведам. Серьезный такой персонаж на самом деле. Характер крутой, характер такой, что, знаете, вот прям любо-дорого, да, сидеть с открытым ртом и удивляться. Человек знает себе цену, умеет общаться с людьми. Человек авторитетный. Это не какой-то там мальчишка, да. Это прям серьезный. Смотрите, еще знак журавля с вашей стороны. Видите, вот он журавль, длинные крылья, летит журавль. Ну, возможно, это именно тот, кто вам нужен. Возможно, это именно тот, кто может вам помочь, спасти, защитить, решить ваши проблемы, либо стать вашим, так сказать, якорем. Да? Якорь – это тихая, спокойная жизнь, жизнь без борьбы, жизнь, когда уже все случилось, устаканилось, где вот живи и как удовольствие получает жизни. Нет, с таким человеком точно как за каменной стеной. И если этот человек берется за какое-то дело, то спать и есть не будет. И пока все не успокоится, либо пока не будет удачный результат, хороший результат, он не успокоится. Этот человек явно занят какой-то очень сложной работой. Работа, которая не для всех, либо не каждый может. Возможно, работа, которая требует каких-то углубленных навыков, знаний, профессионализма, ну и особого состояния души. Да, психики, допустим, да, вот прям какой-то он очень необычный. И, возможно, в вашем окружении подобных людей раньше не было, либо у вас как не было опыта общения с такими людьми, либо вы, в принципе, не представляли, что такие бывают. Ну, плюс-минус, да, скажем так.
И также про этого человека могу сказать, что он полностью состоялся, да, полностью реализован, полностью состоялся. Занимается он любимым делом, в этом деле он постоянно совершенствуется, растет. И, казалось бы, уже все, потолок, а он такой: нет, поднимаем потолок, растем дальше. Любит, скорее всего, развиваться, учиться, может быть, любит бросать вот какие-то вызовы сам себе, потому что у него вот как каких-то конкурентов, либо соперников, да, уже не осталось. Уже всех давно перерос, перешагнул, дальше пошел. И теперь он развлекается тем, что сам себе вызов бросает. Очень необычный, очень харизматичный. Вот прям сила в нем какая-то, скрытая сила. Не показная, не вот эти вот, знаете, там мышцами, мускулами играют, а вот внутренняя сила. То есть он заходит в помещение, и все такие: вау, да, там на него поворачиваются. Он ничего не говорит, он просто зашел. Но на него уже все обернулись и посмотрели. То есть у него аура, у него сила, у него харизма. Очень необычный персонаж. По поводу внешности, ну, я скажу так: с лица воды не пить. То есть, возможно, у него какая-то тоже скрытая красота. То есть так посмотришь, ну, мужчина как мужчина, да. А если присмотреться, то там уже какие-то черты лица, там скулы, там форма губ, разрез глаз, там реснички, возможно, там длинные, подкрученные, там густые брови, либо очень изящные брови. Ну вот что-то есть. Вот какой-то он не похожий на других людей. Вот чем больше в него всматриваешься, тем больше им восхищаешься. Вот как-то так идет. А если вот с первого взгляда, то, скорее всего, люди не оценивают его красоту, скорее оценивают его вот эту вот силу, да, харизму, ауру его чувствуют. Так, еще по поводу этого мужчины. Одевается очень сдержанно, какой-то один цвет предпочитает, например, там черный, либо темно-темно-синий, либо там темно-темно-коричневый, да, вот старается в одной цветовой гамме быть. Кстати, неплохо он одевается, ну, может себе позволить, я так понимаю, на себе он точно не экономит. Он не разбрасывается деньгами, но на себе не экономит. Вот. У него как бы все прекрасно в этом плане, прям тут хочется сказать. В отличие от вас, у него все прекрасно в этом плане. И, возможно, у него даже гардеробчик побогаче, чем ваш будет. Так, мужчина опытный, сразу говорю. И видите, вот 3 дамы за его спиной. 3 дамы, а одна до сих пор к нему тянется. Либо 2 бывшие, а одна пытается привлечь его внимание. Но он такой рукой ее типа: не надо, не стоит. Умеет общаться с людьми, и с женщинами умеет, и с мужчинами умеет. Каждому есть определенный подход. Кому-то он кажется прям таким злым и грубым, кому-то он кажется самым милым и добрым человеком в мире, кому-то он кажется очень классным оратором, переговорщиком, а кто-то считает его вообще холодным занудой. Понимаете, вот с каждым он проигрывает какую-то определенную роль. И я вам скажу, он это делает очень эффектно и эффективно. Да? Вот он видит человека и понимает, как с этим человеком себя нужно вести. И он так себя ведет. Вижу, что какие-то люди у него как в подчинении, либо работают на него. Но их немного. Ему больше и не надо. Либо это как приближенные, да? Могут быть приближенные люди. Не так-то их много, но все какие-то проверенные, выверенные и прошедшие там все испытания. Еще по поводу этого человека могу сказать, что он, ну, наверное, как и многие в его статусе, в его положении, ну, не верит, наверное, уже, либо не ищет там каких-то острых впечатлений, острых эмоций. Возможно, он считает, что он уже все перерос, да, что другие уже категории ценностей должны быть. То есть для него это тоже будет каким-то, знаете, откровением, что в его статусе, при его знаниях, при его положении можно вот от женщины голову потерять, да, что некая женщина может мне вскружить голову. Для него это какой-то прям, знаете, удар ниже пояса. Он может даже и дар речи потерять, либо вот это свое очарование, либо свои таланты позабудет, да, вот когда вас увидит. Все начнется с того, что он вас увидит. Вот первое, да,
он не слышит вас, он не знает вас, он просто вас видит, и он залипает на вас. Что-то в вас такое есть, что буквально как магнитом его притянет. И я не могу сказать, что это. Ваша женская привлекательность, ваша харизма, что это? Цвет волос, цвет глаз, выражение лица. Ну что-то его прям как магнитом притягивает, и он такой: залип, я залип. И мысли начинаются путаться, да, вот как-то в голове там, как этот клей разлили, да. Что-то не похожее, непривычное состояние, да, не похожее на обыденность его. И это тоже его, знаете, прям всколыхнет на самом-то деле. И он скажет: а кто же она такая? Что за женщина такая? Почему у меня такие реакции на нее? Это что? Это что, магия какая-то? Либо что, я схожу с ума? Либо я сдаю, да? У него прям такие вопросики у самого к себе, да? Ну, у него, в принципе, на лице ничего не будет написано, потому что он умеет держать свое лицо. Видно какой-то профессиональный навык, да, держать лицо. Так, вот он вас увидел. Если это какое-то дело, например, вы к нему придете по какому-то делу, то он вообще виду не подаст, у него лицо будет каменное, прям ничего там на этом лице непонятно, как маска, да, вот как восковая маска. Если кто-то, например, ну это праздник, мероприятие, да, и он увидит какого-то знакомого рядом с вами, то он сразу же попросит этого человека подвести к вам и представить, да, чтобы вас представили друг другу. Дальше, мои хорошие, он будет за вами наблюдать. Он просто реально будет так впиваться в вас глазами и наблюдать. И у вас будет чувство дискомфорта. Вы будете думать, что это какой-то странный мужчина, у него взгляд маньяка, он какой-то подозрительный, он какой-то сомнительный. Ну вот прям ерзаете, я вижу. Будете ерзать и вообще не поймете, что у него на уме, либо подумаете, что у него что-то плохое на уме, либо он как-то там вами недоволен, либо как-то так на вас смотрит, да, испепеляюще, либо пронизывающе, там вот прям как в душу вам смотрит. И вам тяжело с ним будет, даже какое-то напряжение, ваше чувство некомфортность и напряжение. Но если вас объединяет какое-то дело, вот вы пришли к нему по делу, то, конечно, придется терпеть, да, булочки сжать, потерпеть. Если это будет какое-то мероприятие, да, вот свобода передвижения, то у вас прям желание подальше от него держаться и даже вот за кем-то либо за чем-то прятаться. И вы сами себе объяснить не можете, вы думаете, ну как это, я взрослая женщина. Я и не таких обламывала. Но почему меня напрягает его взгляд, и почему этот взгляд такой прям тяжелый для меня? Прям тяжелый, да. Так, что я еще могу сказать? Ну, наверное, карты лучше возьму. Что нам карты покажут про этого человека и про вас? Ну, вот такой необычный, очень необычный персонаж. И больше, как, знаете, вас пугающий персонаж. А вы для него максимально загадочная. Загадочная и непонятная. То есть он вас боится и думает, почему так меня к ней тянет, почему не могу оторваться, и мысли залипли. А вы думаете, что он маньячело какой-то, да, который присматривает себе новую жертву. Ну, скажите ощущения. Какие там американские горки? Отдыхают эти горки. То, что будет происходить между вами. А если вам еще нужно общаться, там, объяснять свои проблемы, либо там, ну, какие-то нужды, я вам скажу, это будет нелегкий квест. Это очень тяжело будет. Ну да, коса. Но кто бы сомневался. Первая встреча, первое знакомство, это как этот пресловутый блин комом, да? Хотелось бы получше, но будет как всегда. Дистанцию будете держать. Ох, дистанцию. Но вы знаете, вот следующая встреча, она прям будет чуть ли не родной. Мужчина то ли расслабится, то ли вы расслабитесь, то ли вы оба расслабитесь, да? И вот во вторую вашу встречу, а вторая встреча будет по-любому, этот мужчина уже проявит себя очень благородно. Благородно. Вот он, как, знаете, как будто бы подменили, как будто бы это совершенно другой человек. Вот. Вы даже расслабитесь и даже скажете, ой, зря я подумала плохо про этого мужчину, он такой классный, он такой прям живчик, позитивчик, и прям такой великодушный, какой-то такой широкой души человек, и доброжелательный, и вам вообще, знаете, как дома, как расслабитесь рядом с ним, как-то вам так спокойно станет.
И вы такая: все, ни за что не переживаю, ничего не боюсь, пока я рядом с этим человеком, у меня все классно. Так, ну про него покажите. Вот про него хочется узнать, что это за личность такая сильная, но странная. Так. Ну-ка, карты давайте. Поработайте, постарайтесь. Что за личность такая? Что за личность? Ну, якорь. Я вам говорила, да? Он как якорь. Страсти. У него такие страсти бушуют. Ой. А он их, видно, научился сдерживать, да? Но они все равно у него там в крови взрываются просто эти страсти. По звезде 100% талантливый и необычный. Опять медведь на него ложится. Любить умеет. Да, любить умеет. Это главное его качество, главная характеристика. Там не успешный, не там состоятельный, а именно любить умеет. Внешне максимально спокойный, внешне там вообще ни один мускул не дрогнет. Умеет держать лицо. Ну, как я уже сказала, да. Стабильный, да не могу. Вот, да нельзя стабильный. Но при этом внутри такие страсти бушуют. Ого-го. Человек свободу любит, путешествия любит, приключения, новое любит. Такой, знаете, мозг пытливый, интересующийся. С фантазией у него все хорошо. Ну и явно у него какой-то дар, либо талант есть. Знаете еще, что мне кажется? Может, он у вас какой-то тайный экстрасенс? Да, знаете, бывают такие мужички. Никогда про это не скажут, но они этого стесняются, но при этом они там шаманят еще так. Да, он любить умеет. А это самое главное. Значит, девочки, что я хочу вам сказать. У вас все как по нарастающей идет. Первая встреча максимально неудачная, первое знакомство. Даже как-то вы его испугаетесь. Дальше будет вторая встреча. И вот вторая встреча, это прям как исцеление, как искупление. Это как дома оказаться, да, в любимом кресле, либо на любимой кровати, любимый диванчик, не знаю, подушечка, да, прям вообще расслабитесь. Может, он там включит эти свои шаманские чары, да, или он сам расслабится, и поэтому так комфортно будет с ним. И еще вижу, что он как бы за вами наблюдать начнет. Наблюдать, изучать, очень многое о вас узнает в очень короткий срок. Может, у него там есть какие-то следопыты. Либо он к каким-то людям обратится, специально обученным, и они такие тудым-сюдым, да, и все узнают. И все ему предоставят. И еще для девушек, для женщин, у кого не все еще с бывшим, да, по местам расставлено, либо у вас есть отношения, неважно, счастливые или не очень, это тоже предсказание подходит. Почему? Потому что вы сами по себе птица высокого полета, но вы видите, вы летать хотите, конечно, но к земле как будто бы привязаны. То есть, возможно, ваш партнер, он вас очень сильно ограничивает. Возможно, он как-то то ли тайно, то ли явно вами управляет, манипулирует. Возможно, он пытается вас подчинить. Возможно, он как-то негативно на вас влияет, да? И из-за этого вы птица, которая летать не можете. А он птица-журавль, он высоко летает в небе на своих огромных крыльях. Вот. И, возможно, это тоже притянет вас друг к другу. То есть вы как две птички, да, свободные, прекрасные, друг друга узнаете. А возможно, вот кто в отношениях, действительно судьба хочет, чтобы вы были с достойным партнером вместе. Потому что судьба знает, что вы тоже женщина необычная. Здесь вот все знаки вышли про то, что вы очень необычная. Вот смотрите, он журавль, а вы птица феникс. Вы много раз сгорали в своих бедах и проблемах, либо вам устраивали такие пожары, да, где вы сгорали просто дотла, и каждый раз вы возрождались. Но возрождались сильнее, умнее, талантливее, понимаете? Вот через боль, через обиды, через несправедливости, через врагов открывались все ваши способности, все ваши таланты. И все-таки, когда две птицы должны вместе летать. Но это неправильно, если птица с крысой живет, да? Крыса в норе живет, света белого не видит, либо всего там боится и заразу разносит.
Вот. А вы птица, вам летать надо. Когда вы окажетесь рядом с правильным человеком, вы расцветете с этим человеком, вы счастье обретете с этим человеком. Но если у вас никого нет, ну вот как раз-таки прекрасная возможность устроить свою личную жизнь. Очень многое будет зависеть от вас. И я скажу почему. Этот мужчина, он умеет уважать, он знает, что женщин нужно уважать, и он уважает женщин. Он никогда не будет навязываться, он не будет прям, знаете, вот ходить за вами и конючить. Встречайся, общайся, будь со мной, будь моей. Не будет он этого делать. Не будет. Вот не такой он. Он уважает, да, он уважает решения женщин, чувства женщин. Никогда на такое не пойдет. И еще почему-то мне идет, что этот мужчина в каких-то высоких отношениях очень заинтересован. Именно высокие отношения. То есть не только страсти нужны, а именно высокие, да, что вот я могу доверять, я могу говорить на равных, я могу расслабиться рядом с этой женщиной, и она меня не осудит. Ну, понятно, что у всех у нас есть свои какие-то мелкие недостатки, и идеальных людей практически не существует, скорее всего, в принципе не существует. Вот. Бывает такое, да, что вот люди там друг друга тыкают, что ты такой, ты такая. Вот. А он за высокие отношения, когда люди принимают людей, да, партнеров такими, какие они есть, и не пытаются ничего с этим сделать, там, не исправить, не критиковать, не перевоспитывать. Да, вот он за это. А у вас тоже такой ментал. Вы тоже такая, вы сами свободная, и свободу партнеру даете, надеясь на его порядочность и честность. Просто вам непорядочные попадались, да, и нечестные попадались, а этот как раз таки и порядочный, и честный. То есть вы очень сильно похожи, но вы очень разные. Вот. Благодаря этому мужчине вы сможете летать. То есть если вы его категорически вот нет и все, тогда он... что сможет, то для вас и сделает, а у него, как мы с вами знаем, возможности не ограничены. Вот. А если вы говорите принципиально нет, ну, как бы вы можете общаться, не знаю, дружить, например, ну, либо просто быть знакомыми, хорошими, такими добрыми знакомыми, которые могут там по году не общаться, но если что-то случится, то друг другу помогают. Вот. А если вы прям такая, хочу счастья, хочу нормальной жизни, хорошей жизни, да, лучшей жизни, то это прям идеальный вариант. Просто идеальный. Вы ведь в курсе, да, что любовь, она не живет вечно, да, и страсти, они тоже скоротечны, там, через 3 года, в течение 3 лет, да, страсти проходят. А любовь вроде как там до 7 лет дотягивает, а потом уже как это все в привычку превращается, да, в привычку, ну, такой образ жизни. Вот. Когда нет единства духа и души между людьми, то вот нет этого пресловутого партнерства, то и как бы отношения приходят в закат. А с этим мужчиной у вас очень крутой потенциал прожить счастливую, спокойную, обеспеченную, стабильную, полную радости жизнь. Так что, мои хорошие, имейте это в виду, никто заставлять не будет. Сейчас этот человек пришел, может, там через несколько месяцев другой человек придет. То есть, понимаете, да? Судьба, она многогранная, она всегда дает какие-то варианты. На сегодняшний день идет именно этот человек. А что будет дальше? Время покажет, да? Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.